Вы смотрите «Вести Тимана-Сосногорск». В студии Влада Гришаева. Здравствуйте. В Коми народным голосованием выбрали логотип столетия республики. Об этом через несколько секунд, а пока некоторые темы выпуска. Социальный контракт. Как государство поддержит малоимущие семьи. Безопасные каникулы. Сосногорские кадеты побывали в одном из подразделений железной дороги. Первый шаг в мультипликацию. Воспитанники реабилитационного центра освоили азы анимации. Победителем народного конкурса на разработку эмблемы столетия региона стал эскиз, совместно разработанный преподавателем Института культуры и искусства СГУ имени Петерима Сорокина, членом Союза дизайнеров России Анелией Лянцевич и выпускницей этого института Полиной Крац. Именно их работе в онлайн-голосовании на сайте конкурса было отдано наибольшее количество голосов. Авторы поделились, что попытались придать работе культурно-просветительский характер с помощью добавления этнического компонента. Цветовая гамма и структура логотипа выстроены на основе природных особенностей Севера. Логотип будет использован в создании официальной эмблемы празднования столетия образования Республики Коми для размещения на баннерах, плакатах, открытках, а также при оформлении праздничных мероприятий, посвященных юбилейной дате региона. – 26 мая жители Сосногорска смогут принять участие в экологической акции по раздельному сбору отходов «Зеленая суббота», которая пройдет под лозунгом «Разделяй и сохраняй». Организатором акции выступает группа «Экотайм». В Сосногорске к ней присоединился региональный оператор по обращению с ТКО «Ухта-Жилфонд». Как считают организаторы, подобные мероприятия помогают развитию экологического воспитания населения, в первую очередь объясняя, чем полезен раздельный сбор отходов. У нас будет проходить акция по раздельному сбору мусора. Акция будет называться «Зеленая суббота». Она уже успешно прошла у нас в Ухте, в Сыктывкаре. Сейчас региональный оператор по обращению с ТКО «Ухта-Жилфонд» будет ее проводить в городе Сосногорске. Правда, у нас она пройдет не в субботу, а в воскресенье. Акция будет проходить на площади Гагарина с 11 часов до часу. Будем собирать макулатуру, использованы батарейки, пластик. Так что приглашаем вас на акцию поучаствовать по сбору раздельного мусора. Сосногорск стал одним из двух районов Республики Коми, на территории которых с июля этого года в рамках мероприятий, предусмотренных национальным проектом «Демография», планируется внедрение семейного социального контракта для малоимущих семей с детьми. На прошедшей неделе в фойе Дома культуры сотрудники Центра соцзащиты населения организовали информационный стол, где подробно рассказали о проекте жителям нашего города. Размер государственной социальной помощи предоставляется в виде пособия и составляет на каждого несовершеннолетнего члена малоимущей семьи 5000 рублей в месяц. На каждого родителя несовершеннолетнего ребенка 1500 рублей. Цель этого контракта – повышение активности граждан для выхода из сложной ситуации, из бедности, помощь им финансовая в этом плане. В чем это будет заключаться? Мы заключаем с ними семейный контракт, расписываем программу, в которой предусматриваем обучение. Обучение возможно как самими гражданами, также с помощью Центра занятости. Центр занятости будет обучать безработных, но имеют право участвовать в этом контракте также семьи, в которых трудоспособные родители работают. Полученные средства семья сможет потратить в соответствии с индивидуальной программой, разработанной специалистами соцзащиты. Это может быть обучение взрослого члена семьи новой профессии, переобучение, оплата проезда до места работы, оздоровление ребенка и многое другое. В этом контракте могут участвовать семьи с детьми, имеющие статус малоимущих, стоящие в центре занятости на учете не более 6 месяцев, за 18 месяцев предыдущих, либо не более 9 месяцев в случае ликвидации организации, также стоящие в центре занятости на учете. Для заключения контракта представителю малоимущей семьи необходимо обратиться в Центр социальной защиты только с заявлением. Иные документы не требуются. Также нашим центром совместно с муниципалитетом и другими предприятиями города ведется работа по созданию карты участника семейного социального контракта. Карта будет выдаваться 41 обратившимся для заключения контракта. По этой карте они смогут с 50% скидкой посещать бассейн, ледовый дворец, прокат коньков, все мероприятия, которые реализуются муниципальными организациями.
Реализацию семейный контракт начнет уже с этого июля. Он заключается сроком на полгода с первого месяца признания семьи малоимущей. Поэтому семьям, желающим заключить контракт с 1 июля, необходимо оформить или переоформить статус малоимущей семьи уже в июне. Андрей Калиничев, Влада Гришаева и Евгений Юрин. Вести Тимана, Сосногорск. Летние каникулы не такая уж беззаботная пора, как думают многие. Родители школьников озадачены организацией отдыха своих детей, а сами дети – как весело провести свободное время, которого летом так много. Главное, о чем должны помнить и те, и другие – лето должно быть безопасным. Железная дорога – не место для детских игр. Об этом кадетам рассказали на недавней экскурсии по Сосногорской дистанции электроснабжения. Надвигаются каникулы длительные летние. Большинство детей, как бы это грубо ни звучало, будут предоставлены сами себе. И чтобы предотвратить возможные происшествия на железнодорожном транспорте, мы сегодня провели экскурсию для учеников кадетской школы. Вначале небольшая лекция, где ребятам рассказали об истории предприятия и о том, какие задачи оно выполняет. Мы занимаемся обеспечением электроэнергии на таких станциях, как Микунь, Книжпогост, Сыктывкар, Ухта, Сосногорск, Троицко-Печорск и такие поселки и станции Керки, Кослан, Ираель, и так далее. То есть, в принципе, видите, что границы наши очень большие и задачи перед нами стоят очень большие. Далее школьникам подробно рассказали об опасностях, связанных с железной дорогой, и о правилах поведения на железнодорожном транспорте, заострив внимание на самых распространенных причинах травматизма. Стоит отметить еще сопутствующие причины, из-за которых происходит травматизм на железной дороге, в том числе и с детьми. Это применение одежды, которая ухудшает обзор, и применение наушников, мобильных телефонов, которые не дают вам вовремя увидеть и услышать приближающийся поезд. То есть это тоже два фактора риска, о которых не стоит забывать. Особое внимание уделили теме травм, которые можно получить электрическим током. Специалисты дистанции электроснабжения знают, насколько они бывают опасными, а порой даже приводящими к летальному исходу. Для наглядности мальчишкам и девчонкам продемонстрировали спецтехнику и средства защиты, которыми пользуются на предприятии. Сотрудники с удовольствием отвечали на всевозможные вопросы детворы. И главная цель мероприятия, судя по всему, была достигнута. Ребята усвоили основные правила безопасности. Надо аккуратно быть на железнодорожных путях, не залезать на поезда, не фотографироваться там. Нельзя лазить нигде, и надо слушаться, аккуратней быть на железных путях, переходить в положенном месте. Лето – прекрасная пора, говорят железнодорожники. И очень хочется, чтобы стальные магистрали оставляли впечатление только о приятных и комфортных путешествиях, а не о травмах и испорченных каникулах. Елена Двожик, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. Юные подопечные Сосногорской городской организации Всероссийского общества инвалидов освоили различные техники анимации. В рамках проекта «Аниматик» ребята уже выпустили в свет 2 мультфильма. На средства гранта конкурса социальных и культурных проектов компании «Лукойл» для особенных детей из отделения реабилитации был приобретен цветовой модуль для рисования песком, специальный песок для рисования, фотоаппарат для съемок и многое другое. Я провожу с детьми занятия по песочной терапии с элементами рисования. Я обучаю, как рисовать. Естественно, изначально я сам этому обучался через интернет, через какие-то пособия, смотрел, читал, следил, как это делают другие. И потом уже занимался с детьми. Под чутким руководством взрослых дети создали мультик «Комикс про далекую галактику за пределами нашей Вселенной», где существует 5 планет. Идея создания сюжета пришла в голову одному из воспитанников. Мальчик описал происхождение каждой планеты, а также подробно рассказал историю об их обитателях. В далекой-далекой Вселенной, за пределами нашей, существует галактика под названием «Семерка». Эта галактика, помимо различных небесных тел, наполнена 7 планетами, населенными живыми разумными существами. Самым главным в этой галактике является капитан Брокс, он же предводитель самой большой планеты. На все планеты этой галактики постоянно нападают космические пираты. Я очень много фильмов смотрела, вот соединила и кое-что свое добавила, вот получилось. В переменках в классе всегда думаю над сюжетом.
Еще один интересный способ создания мультфильма – техника перекладки. Это достаточно сложный, но интересный процесс. Ребята сами придумывали персонажей и создавали их из картона и ткани. После чего мы приступили к съемкам этого мультфильма. Значит, мы сделали фон. И по этому фону начали передвигать персонажей. Путем покадровой съемки и перекладывания фигур мы начали видеть потихоньку наш сюжет. Пожалуй, самым веселым процессом создания мультфильма стала озвучка героев. Каждый из ребят выбрал своего персонажа и подарил ему свой голос. Малыш задумался. Начался дождик. С лисине остыл и повеселел. Но дождик все шел и шел, не переставая. По словам ребят, процесс создания анимации очень долгий и кропотливый. Но это совсем не повод опускать руки. Ведь впереди еще так много идей, которые, несомненно, нужно воплотить в жизнь. Вообще хочу сделать пластилиновый мультик. Вот по телевизору показывают, мне они очень нравятся. В будущем ребята и педагоги собираются снять мультфильм «Мы такие разные». Идея уже в стадии разработки. Главное то, что детям это нравится, и они готовы с удовольствием принять участие в новых проектах. Влада Гришаева, Евгений Юрин, Вести Тимана, Сосногорск. В завершении выпуска о погоде. По прогнозам синоптиков, в Сосногорске в ближайшие дни похолодает. В четверг днем 2-4 градуса тепла. Пройдет небольшой дождь. В ночь на пятницу возможны заморозки. В течение дня, так же как и в четверг, 2-4 градуса тепла. Это все, что мы успели рассказать вам сегодня. Новая информация уже в следующих выпусках нашей программы. А я с вами прощаюсь. Всего доброго и до свидания.